Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа «Про авто 14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Ларина Сукуева. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Преступления и наказания. Какие нарушения чаще всего допускают водители? Как подготовить автомобиль к зиме? Несколько советов для водителей. Обгон и опережение. В чем разница? За какие нарушения в России могут задержать автомобиль? Узнаем все нюансы. Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии сегодня проверит певица и педагог по вокалу Лилия Колтовская. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 29 сентября по 5 октября зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 7 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Так, 29 сентября в полицию обратился житель Якутска с сообщением об угоне автомобиля марки Toyota Camry. Позднее сотрудники полиции нашли машину, поврежденной на паромной переправе Даргылах. В ходе следствия были установлены подозреваемые. Ими оказались родные братья 20 и 17 лет. Автомобиль угнал старший злоумышленник, который решил покатать младшего брата по ночному городу. 30 сентября на 9-м километре Покровского тракта водитель самосвала, следуя в сторону села Хатасы, совершил наезд на 11-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила несовершеннолетнего пешехода в медучреждение для обследования. 3 октября на автодороге Лена водитель автомашины Toyota Prius, не учтя метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом. В результате происшествия водитель Toyota получил телесные повреждения, а женщина-пассажир скончалась в Нюрнбергской районной больнице. 4 октября женщина-водитель, управляя автомобилем Mazda Familia, не справившись с управлением, совершила наезд на столб уличного освещения. В результате происшествия женщина скончалась в машине скорой помощи. По данному факту проводится проверка. Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению требований правил дорожного движения. Сотрудники ГАИ, полиции, иных структур МВД, а также судебные приставы могут попросить водителя передать им транспортное средство. А еще автомобиль могут арестовать, изъять, задержать или конфисковать. Но чем же отличается конфискация от ареста и изъятия автомобиля? Давайте разбираться. Задержание авто означает, что его перевезут на спецстоянку. Это могут сделать инспекторы ГАИ, если у водителя нет прав, он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования. Частями 4 и 5 статьи 12.16 КоАП РФ в части несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств при их применении со знаком дополнительной информации, то есть табличкой, указывающими, что в зоне действия данных дорожных знаков осуществляется задержание транспортного средства. За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в месте для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, за остановку или стоянку на пешеходном переходе или ближе 5 метров перед ним, за остановку или стоянку в местах остановки маршрутных транспортных средств, за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, которая создает препятствия для движения других транспортных средств. Также могут задержать автомобиль с техническими неисправностями, например, повреждениями тормозной системы или рулевого управления. Кроме того, отгон автомобиля на спецстоянку возможен, если водитель не имеет документов на транспортное средство, а его личность вызывает подозрения. В этом случае автомобиль будут проверять на возможность угона. Задержание автомобиля предполагает, что его могут достаточно быстро вернуть владельцу. Иногда для этого требуется только заплатить штраф. За нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства задержание осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств. В случае совершения административного правонарушения по статье 20.25 КоАП РФ в части неуплаты административного штрафа, назначенного за правонарушение, транспортное средство помещается на штрафстоянку до
уплаты административного штрафа. В прошлом году ГАИ выписала в общей сложности более 200 миллионов штрафов. А если вспомнить, что в России официально зарегистрировано около 60 миллионов автомобилей, то получается, что в среднем на каждую машину приходится 3,3 нарушений правил в год. За какие нарушения ПДД водителей штрафуют чаще всего и какие штрафы они получают? Об этом в нашей студии нам расскажет инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Филипп Тырылгин. Филипп, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, расскажите, какие самые распространенные нарушения ПДД совершают якутские водители? Ну, хочется сказать то, что не только якутские водители это нарушение, это происходит по всей стране. Превышение скорости, выезд на встречную полосу движения. Это самые аварийные опасные нарушения правил. Особенно опасным является выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, так как часто данное нарушение приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до летального исхода. А чем караются такие нарушения? Какие штрафы существуют? Это, во-первых, превышение скорости 20-40 км в час, самое частое нарушение ПДД. Также у нас светофоры, проезд на красный сигнал светофора, наезд на ординарную или двойную сплошную линию разметки. Состояние, конечно же, грубое. Самое состояние – это управление автомобилем в состоянии опьянения. Вижу на дорогах нашего города, что водители поворачивают не со своей полосы, хотя вот стоит дорожный знак. Вот какой существует штраф за это нарушение ПДД? Игнорирование знаков направления движения по полосам – частое нарушение, которое влечет штрафы. С 1 января 2025 года размер штрафа составляет 750 рублей вместо прежних 500 рублей. Если водитель совершает поворот налево или разворот вопреки знаку, штраф может достигать более 2000 рублей. А еще вот в нашем городе, на центральных улицах, но я не думаю, что только в нашем городе и в других городах и регионах нашей страны водители игнорируют знаки парковки и ставят автомобили прямо вот на полосе, да, движения. Вот в этом случае тоже чем карается вот такое вот нарушение ПДД, что происходит? Да, к сожалению, это часто происходит, особенно это происходит в больших городах. Водители, напомню то, что водители, которые ставят автомобиль в неположенном месте, ждет штраф по статье 12.19 КоАП РФ. Вот. А с 2025 года размер штрафа за несоблюдение требований знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку, составляет по России 2500 рублей. И могут отличаться по регионам, например, в центральных городах 4500. Также сумма штрафа зависит от места, где вы оставили автомобиль. Водители, наверное, видят то, что это особенно у нас происходит на центральных площадях, это где бизнес-центр, улица Ленина. Вот. То есть не надо расслабляться, да? Конечно, Нельзя нет. ставить машину в неположенном месте. Ну и вот, возвращаясь к тому, о чем вы говорили ранее, по поводу нарушения ПДД, когда водитель находится в состоянии опьянения. Вот. Это, конечно, самое злостное нарушение правил дорожного движения. Что в этом случае грозит водителям? Давайте напомним. Состояние опьянения, вот, как я говорил, это самое грубое управление автомобилем в состоянии опьянения. Это статья 12.8 КоАП РФ. С 1 января 2025 года это нарушение предусмотрено штраф 45 тысяч. Если ранее было 30 тысяч, да, как мы знаем. То есть повысилось? Да, ага. И лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Это за первое нарушение? Да, это за есть первое. Второе же, вот повторное? Да, и повторное это уже вплоть до уголовной ответственности. Угу. А вообще вот как можно узнать о своих штрафах, как можно их оплатить? Узнать о своих штрафах можно несколькими способами. Через официальный сайт госавтоинспекции, через портал услуг, через мобильное приложение госуслуг. Также можно узнать через банковское приложение. Многие банки интегрировали проверку штрафов. Нужно найти раздел «Штрафы» или «Госуслуги», ввести данные автомобиля или водительское удостоверение. То есть можно у ли себя можно в телефоне... установить приложение какого-либо банка Да, и таким образом узнавать о штрафах? можно, да? С легкостью можно. Хорошо, понятно. А можно ли как-то сэкономить на штрафах и за все ли нарушения можно сэкономить? Сэкономить об оплате штрафов можно, но все-таки лучше не нарушать.
Постараться оплатить штраф можно в течение 30 дней. Подписаться на автоматические уведомления на новых штрафах через госуслуги или специальные мобильные приложения. Вот. Но, есть одно но, то что перед оплатой проверить список льготных категорий надо нарушений. Ведь некоторые предусматривают получение скидки, не предусматривают получение скидки, например, повторное нарушение скоростного режима или же управление состоянием АО. Ясно, спасибо вам за информацию. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был инспектор госавтоинспекции Филипп Тырылгин. А мы двигаемся далее. Якутская зима – суровое испытание для автомобилей, даже приспособленных к непростым условиям. И поэтому подготовку к зимнему периоду стоит воспринимать серьезно. В основном с наступлением холодов автовладельцы ограничиваются заменой резины, заливкой незамерзающей жидкости и обработкой замков и уплотнителей силиконовой смазкой. А на что еще стоит обратить внимание? К нам приехал автомобиль Toyota Land Cruiser 200 на комплексное утепление. Сейчас мы будем, получается, прокладывать брезентовую ткань для того, чтобы автомобиль на трассе не продувало, чтобы подкапотное пространство удерживало тепло. Также будут нанесены на боковые стекла ПЭТ-пленки для того, чтобы окна не запотевали. Помимо запотевания, получается, их также затягивает в наши морозы. Также будет оклеено второе лобовое стекло для того, чтобы вследствие движения автомобиля по трассе его точно так же не затягивало ледяной коркой, пленкой. Данный автомобиль не выезжает на трассу, передвигается в городских условиях, поэтому подкапотное пространство мы утеплять не будем. Для тех, кто ездит на дальние расстояния, то им желательно, утеплить подкапотное пространство, так как тепло имеет свойство выходить наружу через верх. Для этого пригодится, получается, войлок минимум или автоодеяло. В зимнее время, получается, автомобилисты зачастую берут забор воздуха из подкапотного пространства, так как оно более горячее, нежели чем холодный салон. На данном автомобиле, получается, мы не будем закрывать всякие заглушки для забора воздуха и тому подобное, так как оно просто не нужно. А советские автомобили, у них есть такая штука, понятие, как забор воздуха. Вот у них УАЗики, допустим, окошко идет, у них, он с улицы прямо идет. В свежих машинах такого понятия нету, Там в жабо нет отверстий и тому подобное, оно закрытого типа идет. Это вот пластик, который идет под лобовым стеклом. Там все равно забор или салон, или подкапотка. Подогреватели бывают ставят. Люди, у которых машина на улице, допустим, живет, а так нет. Кто-то бывает дополнительно, если не пользуются кондиционером, автолюбители зачастую подключают к радиатору, точнее, к компрессору кондиционера. От него, от кондюшника питаются, и тогда печка чуть более, горячее становится. Есть такое понятие, как асбестовая ткань. Она является негорючим материалом, получается. У некоторых автомобилей конструктивно выпускной коллектор проходит очень низко. То бишь, если там будет брезент, он может загореться. Асбестовая ткань нужна для того, чтобы обмотать этот коллектор. Она в себя все тепло берет и удерживает. То бишь сам брезент, он не подвергается каким-то воздействиям тепловым. Утепление можно произвести уже на данный момент, потому что ночью температура бывает достигает до минус 22 градусов. Снятие, получается, утепление, это примерно март, апрель, май, плюс-минус где-то в этом промежутке. Все еще зависит от того, как и где эксплуатируется машина, в течение какого времени она стоит на улице, в каких условиях она эксплуатируется. Эта машина ездит по трассе постоянно или она ездит в городских условиях. Допустим, автомобили, если имеют пластиковую защиту или металлическую защиту, то снизу нет смысла их утеплять, потому что все тепло уходит наверх. Лучше утеплять вверх, нежели чем пытаться утеплить низ. Потому что, как выразиться, это бесполезное занятие. Лучше утеплять просто перед, и все этого вполне достаточно, если есть какая-то защита снизу. Как бы ни старался новичок после курса вождения избегать обгона, совершать этот маневр рано или поздно придется. И если вы ни разу не обгоняли попутное транспортное средство, но хотите научиться это делать правильно и безопасно, наш следующий сюжет вам в этом поможет.
Для начала следует различать, что такое обгон и что такое опережение. Обгон – это опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу встречного движения и последующим возвращением на свою полосу. Согласно пункту 11.1 правил дорожного движения Российской Федерации, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которой он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии, и в процессе обгона он не создает опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. А опережение – это маневр на дороге, при котором одно транспортное средство движется быстрее другого по параллельной полосе в том же направлении, без выезда на встречную полосу и без необходимости возвращаться на прежнюю полосу. То есть опередить другой автомобиль можно только на дороге, где есть несколько полос в одну сторону. Стоит отметить и места, где нельзя обгонять. Это мост, эстакада, путепровод, тоннель, перекрестки, когда вы на второстепенной дороге, пешеходный переход, переезд через железную дорогу и участок дороги с ограниченной видимостью, например, перед крутым поворотом или в конце подъема. А вот опережение в этих местах делать никто не запрещает. Однако водитель может неожиданно для себя нарушить ПДД, если не понимает, чем отличается обгон от опережения. Так, если водитель нарушил правила обгона и это происходит впервые, то его оштрафуют на 7,5 тысяч рублей или лишат прав на 4-6 месяцев. Штрафы за неправильное опережение выглядят следующим образом. Если водитель не затормозил перед пешеходным переходом, когда транспортное средство на соседней полосе остановилось, он должен заплатить штраф от 1000 до 2500 рублей. Если водитель опережает по обочине, то он нарушает пункт 9.9 ПДД, и с него возьмут штраф в 1500 рублей. Если водитель, чтобы опередить другой автомобиль, выехал на тротуар, пешеходную или велодорожку, то за это придется заплатить штраф 2000 рублей. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них сегодня певица, педагог по вокалу, руководитель ВИА Л-студия и ведущий организатор мероприятий Лилия Колтовская. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Скажите, пожалуйста, в каком году вы получили права? Я получила права в 1991 году. Да, давно. Значит, стаж у вас достаточно большой. Давайте проверим, насколько вы помните правила дорожного движения. Вопрос номер 1. Разрешен ли вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием? Разрешен. Разрешен только при технической неисправности транспортного средства и запрещен. Каков ваш вариант? Я думаю, первый разрешен. Хорошо, ваш ответ принят. Какие из указанных знаков запрещают движение водителям мопедов? Только А, только Б, В и Г. И четвертый вариант – все. Здесь четвертый вариант «все». Ответ принят. Следующий вопрос. Вы намерены повернуть налево, где следует остановиться, чтобы уступить дорогу легковому автомобилю? Перед знаком, перед перекрестком у линии разметки, на перекрестке перед прерывистой линией разметки и четвертый вариант в любом месте на усмотрение водителя. Здесь может быть ответ второй перед перекрестком у линии разметки. Так, ответ ваш номер 2 принят. Да. Как вам следует поступить при повороте направо? Перестроиться на правую полосу, затем осуществить поворот, продолжить движение по второй полосе до перекрестка, затем повернуть. И третий вариант. Возможны оба варианта действий. Так, здесь третий. Возможны оба варианта действий. Ответ принят. Разрешается ли вам в конце подъема перестроиться на среднюю полосу для опережения грузового автомобиля? Разрешается. Разрешается только при видимости дороги не менее 100 метров. И третий вариант – запрещается. Так, здесь второй. Разрешается только при видимости дороги не менее 100 метров. Вариант номер 2 принято. Вы намерены повернуть налево на этом перекрестке. В какой момент следует включить указатели левого поворота?
Первый вариант – заблаговременно до выезда на перекресток. Второй вариант – после въезда на первое пересечение проезжих частей. И третий вариант – по вашему усмотрению. Второй после въезда на первое пересечение. Да. Так, вариант номер 2. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле? 70 км в час, 90 км в час или 110 км в час? Да, здесь главная дорога, третий, 110 км в час. Ответ номер 3. С какой максимальной скоростью можно продолжить движение за знаком? 60 км в час, 50 км в час, 30 км в час или 20 км в час? Ну, здесь ответ четвертый, 20 км в час. 20 км в час. Да. Вариант номер 4. Разрешен ли вам разворот на этом участке дороги? Разрешен. Разрешен только при видимости дороги не менее 100 метров. И запрещен. Как у Здесь запрещен. вас? Запрещен. Номер Третий. 3. При повороте направо вы должны уступить дорогу только велосипедисту, только пешеходам и велосипедисту и никому. Третий вариант – пешеходам и велосипедисту. Вариант номер 3. Результаты проверит преподаватель ПДД, эксперт Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим знания по правилам дорожного движения Лилию. Итак, первый вопрос. Разрешен ли вам сесть на дорогу с грунтовым покрытием? У нас установлен предупреждающий знак «Опасный поворот». И вне населенного пункта он предупреждает за 150-300 метров, а также видим знаки направления поворота, указывает направление поворота малого радиуса с ограниченной видимостью. Никаких запрещающих знаков поворачивать направо нет, поэтому разрешен на дорогу с грунтовым покрытием. Ответ был правильным. Какие из указанных знаков запрещают движение водителям мопедов? А. Велосипедная дорожка мопедам запрещает. Б. Полоса для маршрутных транспортных средств запрещает. В. Совмещенным движением и разделением движения пешеходной и велосипедной дорожки тоже запрещает движение мопедов. Ответ был правильным. Вы намерены повернуть налево, где следует остановиться, чтобы уступить дорогу легковому автомобилю. У нас установлен знак 2.4 «Уступите дорогу», и этот знак дублирует дорожная разметка 1.13. Он также о чем говорит? Уступить дорогу. Здесь у нас водители должны уступить дорогу транспортным средствам по пересекаемой дороге. И мы при повороте налево, чтобы уступить дорогу легковому автомобилю, должны остановиться перед перекрестком у линии разметки. Ответ был правильным. Как вам следует поступить при повороте направо? У нас установлен знак «Выезд на дорогу односторонним движением». С правой полосы мы всегда можем поворачивать направо, значит, первый вариант правильный. А вот второй вариант у нас дорожная разметка разрешает с левой полосы поворачивать прямо и направо. Значит, мы здесь то же самое, продолжить движение по второй полосе до перекрестка, затем повернуть направо можем. Здесь вы правильно ответили, возможно, оба варианта действий. Разрешается ли вам в конце подъема перестроиться на среднюю полосу для опережения грузового автомобиля? У нас здесь четкое разграничение движения по полосам. С нашей стороны 2 полосы, а встречка 1. Вы здесь допустили ошибку. Значит, мы можем опередить грузовой автомобиль. А что такое опережение? Это движение транспортного средства со скоростью, большей скорости, чем попутное транспортное средство. Поэтому опередить даже в конце подъема мы можем. Здесь без видимости разрешается. Вы намерены повернуть налево на этом перекрестке. В какой момент следует включить указатели левого поворота? Наша дорога, то есть перекресток, имеет 2 пересечения проезжих частей. И мы при повороте налево должны включить указатель левого поворота после въезда на первое пересечение проезжих частей. Если мы
включим сигналы заблаговременно до въезда на перекресток, мы можем ввести в заблуждение водителя мотоцикла. Поэтому здесь ответ 2. Здесь вы правильно ответили. С какой максимальной скоростью вы имеете право продолжить движение на легковом автомобиле? Установлен знак 5.1 автомагистраль. Здесь мы должны двигаться не более 110 км в час. Ответ правильный. Максимальной скоростью. С какой максимальной скоростью можно продолжить движение за знаком? В жилой зоне, чтобы въехать на территорию жилой зоны, мы должны двигаться не более 20 км в час. Правильно ответили. Разрешен ли вам разворот на этом участке дороги? Впереди у нас поворот, поэтому здесь мы должны поворачивать только при видимости дороги не менее 100 метров. При повороте направо вы должны уступить дорогу. Мы здесь уступаем, при повороте направо-налево уступаем дорогу пешеходам и велосипедисту. Ответ был правильным. Итак, у нас Лилия ответила на 10 вопросов. Вопросы были заданы из темы проезд перекрестков, дорожные знаки, сигналы светофора. И допустила 2 ошибки. Уважаемые водители, правила дорожного движения – это закон дороги, который каждый водитель его должен строго соблюдать. Наступила осень. Частыми осадками и низкой температурой движение на автомобиле становится более опасной. Будьте внимательны и осторожны. Всего вам доброго. До свидания. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч!